Что касается особой гейской культуры, то ее нет. Есть особая точка зрения, выделяющая в культурном пространстве гей-культуру как некое условное единство. Такое выделение может быть полезно для того, чтобы лучше понять, в чем вклад Берроуза, Жене, Харитонова в общечеловеческую культуру. Есть 4 издательства, которые издают переводную гей-литературу. Митинг-журнал Дмитрия Волчика выходит с 1985 года. Это единственный журнал до перестроечного самиздата, сохранившийся до сих пор. Секрет живучести прост. Он его делает один и на свои собственные деньги. В конце 90-х Дмитрий Боченков основал издательство Колонна Publications, для которого Волчек перевел книги Уильяма Берроуза и Гая Давинпорта. Но сначала они издавали гей-прозу русских авторов тематической серии. Редколлегия тематической серии «Колонны» — это Митя Волчек, Митя Кузьмин и Виталий Чернецкий, который, к слову, перевел на английский язык Юрия Андруховича. Всех троих я знаю лично. Александр Шаталов в 90-м году создал издательство «Глагол», в котором впервые были изданы на русском языке романы Берроуза, Лимонова и Харитонова. Издательство «Квир» основано в 2005 году. Они выпускают сборники прозы и поэзии авторов в мини-антологиях «Русская гей-проза» и «Лесбийская проза». Таких авторов, как Ярослав Магутин, Геннадий Трифонов и Андрей Дицель. Текст. Издательство, основанное в 1988 году. Они издали Вирджинию Вулф и моего любимого писателя Жана Жене. Прелесть Жене в поэтичном языке, в котором классическая французская стилистика мешается с уличным жаргоном.